Изменение глагола по наклонениям, временам, лицам и числам называется спряжением. Дегорский глагол имеет 4 наклонения – изъявительное, желательное, условное и повелительное. Изъявительное наклонение имеет формы всех 3 времен – настоящего, прошедшего и будущего. Спряжение глаголов и склонение имен – это фундамент при изучении любого языка, один из самых важных навыков при изучении. И поэтому со спряжения мы и начнем наше изучение дегорского. Мы проспрягаем самый частотный глагол дегорского языка. Это глагол канун, который означает делать. Первое лицо – фицак соском. Аз канун – я делаю. Второе лицо – дукак соском. Ду канис – ты делаешь. Третье лицо – артикак соском. Хе кануй – он, она, оно делает. В дегорском языке нет категории рода, поэтому местоимение «хе» обозначает и мужской, и женский, и средний род, множественное число. Мах канан – мы делаем. Сумах канета – вы делаете. Хета канунца – они делают. Изъявительное наклонение – прошедшее время. Аргумоназдах евгут афона. Аз коттон – я делал. Ду коттай – ты делал. Хе котта – он, она, оно. Соответственно, делал, делала, делало. Мах коттан – мы делали. Сумах коттайта – вы делали. Хета коттонца – они делали. Изъявительное наклонение – будущее время. Аргумоназдах и суйнага афона. Аз канзанан – я буду делать. Ду канзана – ты будешь делать. Хе канзаней – он, она, оно будет делать. Мах канджинан – мы будем делать. Сумах канджинайта – вы будете делать. Хета канзананса – они будут делать. В этом уроке мы полностью проспрягали изъявительное наклонение во всех временах. В следующем уроке мы перейдем к спряжению желательного, условного и повелительного наклонения.